Журналисты главу государства встречают аплодисментами. И сразу вопрос: предстоящие весенние выборы и какие задачи Владимир Путин ставит на посту президента? Главное – это укрепление суверенитета. Но это очень широкое понятие. Укрепление суверенитета внешнего, так скажем, это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру. Это укрепление общественного суверенитета. Имеется в виду обеспечение, безусловное обеспечение прав, свобод граждан страны. Еще одна важная тема – ситуация в экономике. Владимир Путин сообщил, в этом году наметился рост по всем ключевым показателям. Это ВВП, промышленность, инвестиции в основной капитал. Удалось поднять зарплаты на 8% и снизить безработицу до исторического минимума. Увеличилась и средняя продолжительность жизни до 74 лет. Этот запас прочности, мы же тоже много раз об этом говорили, но, повторю, обеспечен несколькими составляющими. Первое, это самое главное, это высокая консолидация российского общества. Второе, это устойчивость финансово-экономической системы страны. Одна из главных тем – ситуация в зоне специальной военной операции и будет ли вторая волна мобилизации. Как рассказал Владимир Путин, сегодня на территории конфликта находится порядка 240 тысяч мобилизованных. Среди них уже 14 героев России. Продолжается кампания по добровольному заключению контракта. Как подчеркнул президент, на такую службу набрали почти 500 000 человек. Поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. 1500 ежедневно по всей стране. Ну зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. Сопутствующий вопрос: когда закончится СВО на Украине? Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Вот я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. Удалось задать вопросы нашим коллегам из Татарстана. Пожалуй, самая обсуждаемая тема последних лет – обмеление Волги. Все лето воду спускали в низовье Волги, аргументируя это тем, что страдают интересы рыболовной отрасли Астрахани. Как вам кажется, нужно решать проблему с обмелением Волги? И не кажется ли вам, что с таким отношением мы можем потерять главную русскую реку? Есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях. Эти вопросы известны, и поверьте, что правительство работает над этим и не бросит это на самотек в прямом и в переносном смысле этого слова. Но проблема, конечно, есть, согласен. Ответил глава государства и на вопрос о выборе Казани местом проведения саммита БРИКС. Владимир Путин подчеркнул, сегодня Татарстан уверенно развивается, а столица республики уже имеет опыт проведения крупных мероприятий. Просто это связано с тем, что Татарстан развивается хорошо, а Казань один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. Значит, и прежний президент, и сегодняшний Минниханов работают хорошо. Мы видим результат. Я помню, я с Дмитрием Шаировичем приезжал, еще мы ходили в дома. Ну, вы знаете, меня тогда что порадовало? Домами это назвать нельзя было. Землянки, на самом деле. Это было в начале 2000-х годов. Землянки, в полном смысле этого слова. Но так чистенько, мы зашли в дом, там чистенько, все так прибрано, хорошо. Вот у меня до сих пор сохранилось это чувство уважения к людям, которые в таких скромных условиях жили и так все содержали на таком уровне, понимаете? Уровень внутренней культуры народа. Просто, ну, не то, что поражает, но вызывает уважение. Вот в этом проявляется и, думаю, что с этим связано и достаточно уверенное развитие Татарстана, столицы Татарстана, города Казани. Прежде всего с тем, что он в хорошем состоянии, инфраструктура развита. Казань провела ряд крупных международных мероприятий, и спортивных, и общеполитических. Ну, он естественным образом становится центром притяжения. Если вам больше нравится слово хабом, пожалуйста.
Еще одна важная тема, в том числе для республики – стоимость проезда по трассе М12. Последний участок автомагистрали, который свяжет Москву и Казань, откроется до конца года. Столичные автомобилисты подсчитали, ценник пути между двумя городами будет слишком высоким – около 6 тысяч рублей. Как хорошо, что москвичи заботятся о Казани. Видите, все у нас очень очень много связано, гармонично все развивается. Вот есть такая забота. Вот. Но, повторяю, я не очень понимаю, почему 6 тысяч возникло, потому что действительно обещано было 4. Я сказал около 6 тысяч, извините. Я понял. Но вот по моим данным это должно быть не больше 4,5. Проверю обязательно, Сергеевич. Обсудили стоимость и российского автопрома. Ценник на продукцию АвтоВАЗа вырос на 40%. По словам президента, стоимость будет снижаться по мере роста производства. Рассказал Владимир Путин и условия, при которых подешевеют автомобили «Аурус», которые производят в Татарстане. У нас целая линейка «Аурусов». И лимузины, и седаны, и джипы, и автобус будет. Вот все это есть. Но это нужно начать, в конце концов, производить серийно. И тогда сразу цена будет уходить. Но это время нужно для этого. Социальный блок традиционно самый большой во время пресс-конференции. Продление семейной ипотеки, индексация пенсий. Прокомментировал Владимир Путин и рост цен на куриные яйца. Он отметил, спрос на продукт вырос на фоне повышения доходов. При этом объем производства не увеличился. Кроме этого, дефицит яиц вызвал другую проблему – нехватку вакцины против кори. Решение принято, по-моему, вот на днях. Во всяком случае, в декабре должны быть приняты. И ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Я очень на это надеюсь, потому что уже минимум 2 недели назад вот эти разговоры с Министерством сельского хозяйства имели место быть. Поэтому сожалею, приношу свои извинения на этот счет, но сбой в работе правительства. Традиционно на пресс-конференции не обошлось без забавных случаев. Так, один из вопросов президенту задавал его двойник. Цифровую копию создал студент-айтишник. Как вы относитесь к тем опасностям, которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Спасибо. Гражданин из Санкт-Петербурга не представился. Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Общение с президентом шло более 4 часов. На прямую линию Владимиру Путину адресовали более 2 миллионов вопросов. Все, что не вошло в эфир, также найдет свой ответ. Вопросы будут направлены в федеральные ведомства и регионы для решения на местах. Рамиль Галиуллин, ТНВ, Москва.